Первым делом баньку затопим, чтобы пока мы тут двигаемся, банька нагрелась, и потом попаримся. Какая красота! Ребята, баня натоплена. Сегодня с вами мы приготовим самые-самые вкусные деликатесы Якутии. Погнали! Мы с вами сегодня сделаем строганину из чира, подледная, строганину из жеребятины и, конечно же, самый деликатес строганину из печени жеребятины. Будет очень вкусно. Мясо только-только занесли, печень только занесли. Надо дать им чуть-чуть отойти, чтобы мы смогли бы с вами их построгать. Для этого, естественно, нам понадобится красивый якутский нож Мирон. Главная штука. Мы начнем сейчас тогда с печени. Зарядили в мельницу соль. Соль местная, крупная, кимпиндяйская. И перец, смесь перцев. Будем строгать в первую очередь жеребячую печень, потому что мы его занесли. Она начала отходить с краев. А это вообще недопустимо. Это все убава. Она... Тут у нас внутренности. Это диафрагма, которая нам совершенно не нужна в этом блюде. Сейчас печень отделить. Раз, и сердце. Так, ставим так на попа. Тут немножко уже перешли. А этот перешедший кусок, который оставим, мы сейчас уберем и оставим на другое блюдо, который называется танцик. Тоже сейчас вам все это приготовлю. Так. Вот что у нас получилось. Это строганина из печени жеребенка. Ее кушать надо немедля, так как она начнет оттаивать. Вкус от этого не меняется, но немножко она потеряет презентабельный вид. Берем смесь и вот на краешек соли и перца смесь. Берется кусочек, сюда чуть-чуть. Это божественно. Надо показать моего гостя, который кушает. У нас очередная банька, вечеринка под отцова дома. Как тебе печень? Приехал на очередные вкусняшки. Супер, вообще печень очень люблю. И оленью, и жеребячую. Вообще все, что здесь в Якутии вкусного делают, я все люблю. Строганину и все. Нет блюда, которое мне не нравится. Рыбка. Вам спасибо. Мясо. Дальше идет у нас на очереди мясо. Уже ребятина тоже. Надо выбрать такой кусок, где у нас чередуется мясо с жиром. Очень хорошо подходят сюда ребрышки.
Сейчас отделяем мясо от кости. И вот тоже таким же макаром. Красота какая, а? Просто божественная. Также смесь соли и перца. Просто во рту тает. Кто не любит куски с жиром, можно чисто мясо. Так вот. Красота. Божественно. Как определить, что рыба готова? Что с ним можно работать? Пальчик вставляем. Вот. После пальчика остается, если вот этот, ну, отпечаток, оттайка. Все, рыба значит готова. Ну а следующий деликатес на якутском столе — это, безусловно, тугунок. Тугунку обычно кушается в свежем виде, но я беру свежие, которые привозят, замораживаю и оставляю себе на Новый год. Тугунок кушается очень просто. Рыбка, она очень такая вкусная, она уже готовая. Отрывается голова. Видите, она икристая какая. Вытаскивается вот один единственный кишок, как у креветки. И все. Это божественная рыба. Самая вкусная в мире. Все, у нас остается вот это. Ну, многие меня будут ругать за вот этот хвостик. Для следующего деликатеса нам понадобится печень жеребенка, жир жеребенка, мясо жеребенка и 3 зубчика чеснока. Берем мясо рубку. Где у нас мясо рубка? Все очень просто делается. Запускаем по очереди печень, мясо, жир, чеснок. И у нас получается такой фарш, которого присаливаем нашим смеси. Соль, перец. Буквально чуть-чуть вот так. Размешиваем это дело все очень хорошо, чтобы... Берем обычный фасовочный пакет. Всю эту смесь сюда отправляем. Такую колбаску. Все. Края подровнять. Эту колбаску мы отправляем на улицу. Буквально на минут 15-20, чтобы она схватилась. И также будем его строгать. Да, я скажу кусок. Я ел оленёкского тугунка в оленьке, свежепойменного. Буквально. Ну, тугунок так и кушается. Соль же не надо даже? Нет, она готовая. Особенно. Мне соленька привезли, ребята, я заморозил. Деликатес номер 3. Жеребятинку. Жеребятинку. Это я тоже люблю. Предвкушение рыбы. Что на нее место оставить. Мочира озерного. Жирненький, значит озерный. Ну, друзья, у нас тут все экспромтом, потому что мы сегодня баню натопили и решили вам показать все деликатесы Якутии. Сейчас у нас 3 деликатеса было. Мы тут уже с печенью жеребенка все справились очень быстренько. Вы уж нас простите, что мы так красиво все не накрыли, но у нас все как идет, так идет. Так сказать, на лайв-стиле. Да, Игорь? Да, живой. Так, все, пока мы Всё, вот это как мы все любим. делали, у нас рыбка подошла. Сейчас Подожди, будем с рыбкой разбираться. С У меня чирком. руки заняты, извини. Ну, да. Сейчас у Игорян освободится. Пока Игорян смакует, я скажу, что у нас еще деликатес номер 4 застывает на балконе. Сейчас чир это номер 5 будет. И у нас на десерт самое крутое, самое популярное, самое вкусное, мне кажется,
якутский десерт это керчах. Еще будем керчах делать. Ты решил одним выпуском убить всех зайцев, да? Да. И Кстати, про зайцев. если этот видос там наберет достаточно много лайков и кто-то попросит, допустим, какие-то блюда отдельно приготовить рецепт, мы это обязательно сделаем. А сегодня у нас такой экспромтом, лайфстиль. Игорь в гостях. Все для вас. Рыбку, чтобы удобно строгать, я всегда на этом стуле работаю. Там по росту она мне идеально подходит. У нас есть специальное приспособление бал-турмаз называется. Как расшифровывается, знаете? Бал, балык, турар, маз это дерево. Разрезаем верхнюю часть, убираем кусок шкурки. Так, здесь все освободили. Делаем здесь надрез. Это консервную банку. Тут она где-то сетка сжатой. Вторая сторона у нас одним, сказать, пластом красиво пошла. Теперь самое главное, пока жена не увидела, вот это все надо убрать, иначе попадет. Прелесть якутских ножей то, что она односторонняя, с одной стороны точится, чуть-чуть об керамику любую потер, и она опять острая, как бритва. Начинаем строгать хребетную кость, чтобы она так неприятненько нам в зубы не попадалась. Его не убирай. Я люблю, когда Прикольно, я первый раз такой вижу. лишнего нету в строганине. Так, теперь делаются вот такие надрезики. Это называется московская строганина или пробник строганины. Одним движением все в тарелку. Вот так вот, друзья. Строганина наша готова. Кушается она ровно так же. Берем тарелочку, соль, перец. Так. Наша. Божественно. Жирная такая. Все, можно? Прости. Я тебя забыл. Я слюной чуть не Так. подавился. Так. Аж схватил Ага. самый здоровый кусок. А я вот хотел спросить, когда ты так по хребту режешь, косточки мелкие же остаются? Ну тут, Или смотрите, практически нету? в этой части костей нету. В этой что части костей нету. Хребет вытащил уже, да? тоже? Да. Вот в хребте вот здесь есть кости, но когда их режешь, они вот в этой части, вот в этой части остаются. Мгм. Вот видишь? Ну вот мелкие вот эти, да. Да, они там по миллиметрику толщиной, ну как бы длину Здесь вообще будут, нет тут, например. и они вообще не чувствуются никогда. М. Вот в этом кусочке, Мгм. допустим, вот здесь. Ну камера, о, Поймал, да? ну тут как будто бы есть кости, но их даже не почувствуешь. Когда я приехал в Якутию, вот впервые вот этим всеми блюдами познакомился, сразу побежал на крестьянский рынок, закупил рыбы, жеребятину. Ну, тогда еще друзей не было, я вообще никого в городе не знал. Ни одного человека, только по телефону с коллегами общался и все. Сейчас уже есть друзья, которые меня всегда угощают рыбкой. Ну, и Мерлан тоже никогда меня без подарков не оставляет. Такой тонкий намек на толстое обстоятельство, что у меня жеребятина кончилась. Но тир, конечно, дорогое удовольствие. Сколько вот такая рыба стоила? 1003, наверное, да?
Да. 1700 за килограмм. Вот. Конечно. Хорошо жить на сверах, когда ты рыбу сам там вылавливаешь. И там же кушаешь. Кстати, есть еще одна фишка. Это рыба. Вот, рыбаки, когда зимой, они вот ее заморозили. Просто хорошенько поев строганины, организм приобретает большое количество энергии. Сразу тепло становится. И я причем сам это, ну, я про это слышал и сам испытывал. Что действительно плотненько так поел и сразу тепло. И на душе, и в теле. Обычная физиология человека. Человеку холодная пища в организм поступает. Мозг отправляет сигнал каким-то молекулам. Давайте греть наше тело. Вот тело начинает само себя разогревать, чтобы пищу все переварить. И рыбий жир, она когда поступает в организм, то, что делает она как дрова в топку. Все, что осталось, это потом тоже будем строгать, конечно. Вообще, в идеальном мире надо его в пищевую пленку вот просто очень так плотненько замотать, в воздух, чтобы не проходил. Прям вот так. И выносишь на улицу. Но у меня, оказывается, пищевая пленка закончилась, поэтому мы не расстраиваемся, просто одеваем пакет 2 раза. Вот. Завернем. Главное, чтобы воздух не проходил. И все, она вкусовые качества не потеряет. Мой сундучок. Ой. Тут, знаешь, много чего есть. Да? Что там у тебя Мне вообще? потом напомни, сколько пельменей дам. О, давай, конечно, я вообще обожаю пельмени. Чтоб я не напомнил. Но это удовольствие не из... Миску тебе еще-то. О, она уже почти готова. Сейчас Почти, надо да? пойти. Ой, ну еще нет. Баньки дрова подкинуть. Да, кстати, мы забыли немножко про баню. И потом у нас будет деликатес номер... Который сейчас? Я сбился со счета. 6, 7, 5. Ну, у нас один деликатес остался. Это... Мартышки? Да, мартышка кёрчах. Это десерт, самый любимый мой десерт. Кстати, у меня есть на канале ролик. Я люблю бананы. Я сделал мартышки с бананами с медом. Вот так получается. Попробуйте. Я ролик здесь прикреплю. А сейчас мы можем так же сделать? Банана нет. Один банан я там видел. А его Макс съел. Съел уже. Блин. Я тоже Ну, думал об этом. Я ну смотрю ладно. на банан, думаю, нет, блин, Макс съел. Ну что ж, друзья, настало время для самого популярного, самого вкусного якутского десерта кёрчах. По простонародье это мартышки. Для мартышек нам понадобятся сливки. Сливки наливаем в посуду. И начинаем его взбивать. Так, напомните мне в комментариях, как этот прибор называется. Можно я скажу? Игорь, я знаю, что ты знаешь. Я знаю, что я знаю. Надо взбить до состояния такого густого пюре. Потом берем, добавляем любое варенье, которое у вас есть. Но самый топ рецепт, самый вкусный мартышки, это, естественно, брусничное варенье. Добавляем. Ах, вкуснота. И еще дальше работаем. Это все дело у нас не превратится в однородную массу. О. Друзья, и любой якутянин, любой якут скажет вам, что самое вкусное было в детстве, это такие воспоминания детские, это облизывать. Зря Макс прибежал, да, в ожидании? А Макс знает, Макс, слушай. Берем ложку, берем противень, бумага для запекания и начинаем делать мартышки. Мы раскладываем так, немножко придавливаем чуть-чуть сверху, ну как оладушки.
делается этот рецепт буквально прям за считанные минуты, как вы сами видели. Самое якутское блюдо, которое не заявлено было сегодня. Якутские вафли. Вот так берешь вафельку, отламливаешь. Вот она вкуснота, ребята, вот так. Вот так. Это выносим на улицу буквально на полчасика. Даже 20 минут хватит. Ставим вот так. Буквально за 20 минут у нас будут мартышки готовы. Уронил, да, прошлый год? Так вот нес. Игорь, Меня оставили-то, я смотрю на вас. чтобы у тебя тоже были вот такие в чертогах разума, вот это, вот, смотри, берешь вафельку, Давай. берешь вот это, дай сюда камеру. Это самое вкусное, вот так вот. Я очень давно такую штуку не ел, кстати. Угу. Года 3 назад, наверное, последний раз. Если не 4. Специально для, когда мартышки делаются, пекутся либо оладушки, либо якутские вафли. Вот оно, чтобы просто ради вот этих моментов. Вот Да, так вот. очень вкусно. Я вам скажу больше. Говорят, что бельгийцы украли у якутов рецепт вафель. То, что вы кушаете в кафешках, бельгийские вафельки на завтраках, теперь они не совсем и бельгийскими были. Полчаса прошло. Заносим нашу колбаску, открываем. Она схватилась уже. Ой, какая прелесть. И также строгаем его. Раз. И вот так. То есть прям этот сервелат. Да, это очень похоже так по виду, как на сырокопченую колбаску. Но это не так. Это печень, мясо и жир жеребенка. Это вкуснейший якутский деликатес, называется танцик. Все, мощная закуска, я вам скажу. Так берется. А ты солил уже же до этого? И вот во рту вот эти вкусы женятся. Они не там женятся, они у вас во рту женятся, когда вы уже в рот положили. И в конце вот этот горечь чеснока такой бум! Это мощно. Игорь, ты должен заценить Давай. это. Грех, конечно, под это дело полтосик не употребить, но Я, по-моему, эту штуку тоже ем первый раз. Ну, я ел подобное. ну, где-то пожирнее делают, где-то больше печени добавляют, где-то больше мяса добавляют. Так как у нас печень жеребенка очень такой деликатес, он очень, ну, как бы его всегда же мало, вот там меньше добавляет. Вот так. Для себя можно, ну, мой золотой рецепт это вот 60 на 40. 60% печени и 40% это жирной части мяса жеребенка. Вот печень доминирует. Да, печень должен доминировать. Синхронное поедание этого сложного названия. Божественно. Мартышки наши готовы. Дети уже в предвкушении. Ой, красота. Красота. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот она прекрасное завершение. Да. Кажется, это вкусно. Что хочется сказать? Северные народы, они научились дружить с холодом. Не бороться с холодом, а научились дружить с холодом. Научились применять в кулинарии этот холод, этот экстремальный мороз, это во благо. Любой продукт, который мы сегодня кушали на стороне, вы посчитаете и скажете, миллион комментариев будет, что это сырое, это все такое. Нет. Этот продукт обработан термически, только минусовой температурой. Это то же самое, что минус 28 равняется плюс 80 обработки. Никакой бактерии, ничего там не остается. Так что вот эти комментарии все равно будут. Ну, если вы в физике там чуть-чуть 8 класс изучите, вы узнаете всю правду.
Так что народы севера, они, как сказать, вот научились, вот я считаю так, что очень сильно научились дружить с холодом. Они уважают холод, они его воспринимают и дружат. И вот такие прекрасные вещи, благодаря местным продуктам, местному экстремальному морозу, получается, нигде, в никаком морозильнике вы не сделаете вот такую мартышку. Только здесь, в открытом воздухе, с такими же местными сливками и местным вареньем, с местных ягод. Будьте здоровы, подписывайтесь и всем удачи. А мы пошли греться, париться. Игорек, пробуй. Можно уже наконец, да? Да. Детки, еще один ребенок ждет мартышку. Что как? С вафлей можно тоже, кстати. Да, это с вафлей. Так просто готовится на самом деле. Тут мне опять напомнил, что я уже несколько лет после того, как впервые с этим блюдом познакомился, хочу его сделать, и все никак не могу сделать. Надо, обязательно. Что, Милан, балдеешь уже? Ох, как курица. Вот это, Мирон, спасибо. Замечательное завершение вкусного рабочего дня, как говорится. С очередным окончанием недели нас, ребята. Ведите здоровый образ жизни, закаляйтесь и подписывайтесь на нас. У нас всегда все интересно и вкусно. Да. Будем и дальше стараться. Чем вас будет больше, чем вы будете больше смотреть, тем мы будем более замотивированы. Да. Так что всем Не счастливо. забудьте отправить друзьям, чтобы как можно больше людей видели это. Пока. Ноги. Сейчас ноги покинут чат.